Ну, поступила я в Абхазию, потому что факультет, который я выбрала, он был у нас. И относительно сложностей, я не могу сказать, что были какие-то сложности здесь в обучении. Наоборот, была такая доброжелательная атмосфера. Преподаватели поощряли, можно сказать, какое-то наше самовыражение. У нас было много разной исследовательской работы. Мы работали над теми проблемами, которые у нас есть, находили пути решения, механизмы, много рассуждали, обсуждали. В общем, достаточно был живой процесс обучения. Были какие-то ограниченные ресурсы именно в плане того, что у нас не было таких возможностей для того, чтобы выезжать куда-то, получать там выезжать по обмену. Вот. Можно сказать, что с какими-то такими ограничениями мы сталкивались, а так проблем не было. Я не работала никогда по своей специальности, но тем не менее те знания, которые я получила в университете, я использую в своей работе, потому что мы проходили Конституцию, законы, да, я знаю, как устроена работа нашего государства, да, и те проблемы, с которыми мы работаем, я могу решать, опираясь на те знания, которые я получила в своем университете. И в университете, это была уже более такая, это была волонтерская работа, да, и мы участвовали в жизни уязвимых людей. Я обращала на те вызовы, с которыми сталкиваются другие люди, которые, например, находятся в трудном положении. Да, я не могу сказать, что это какая-то была часть именно университетской программы. Да, это была просто наша жизнь. Но я могу сказать, что опять же помощь людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, это была неотъемлемой частью моей студенческой жизни, да, и как-то так получилось, что это переросло в мою работу. Да, то есть сначала это было, если уместно здесь говорить, хобби, да, а потом как-то это стало работой. Я думаю, мне очень сильно повезло, потому что не все могут так похвастаться, что они занимаются своим любимым делом, и это еще и является их работой. Но во время учебы я участвовала в различных образовательных мероприятиях. Так, например, я прошла курс по гражданскому образованию, и могу сказать, что это как бы меня окунуло в эту атмосферу профессиональную, можно так сказать. Когда я начала работать в общественной организации, то как-то получилось так, что я сразу столкнулась с таким негативным фоном, который создается вокруг неправительственных организаций. И это было тогда, скажем, наверное, это был 2016 год, и сейчас это продолжается, но в 2016 году это было очень много различных анонимных выпадов в социальных сетях. И это самый такой, наверное, неприятный вызов, с которым мы сталкиваемся, и сталкивались и продолжаем сталкиваться. То есть, помимо того, что мы работаем достаточно очень сложной сфере, да, потому что дети, которые находятся в сложной жизненной ситуации, надо все свои силы направить на то, чтобы им помогать, да, создавать какие-то механизмы. Ну а мы тем временем тратим какое-то свое время, ресурсы на то, чтобы этим нападкам противостоять. Это было и есть, к сожалению. Единомышленники, да, которые все болеют этой темой, да, все они готовы работать для того, чтобы защищать интересы детей. И еще, когда видишь изменения каждого в жизни каждого как ребенка, с которым ты работаешь, это, наверное, максимум придает силу, уверенности в том, что ты делаешь правильное дело. Могу сказать, что достижениями работы нашей организации является то, что, например, мы открыли 4 психологические службы в районах, да, и мы предоставляем детям психологическую консультацию бесплатно. Также мы работаем с женщинами, с девушками на усиление их лидерского потенциала. И, наверное, самое главное,
то, что в этом году мы открыли кризисный центр для детей, который находится в сложной жизненной ситуации. Это кризисный центр семейного типа. И мы очень много лет говорили о том, что в Абхазии необходимо такой центр. И вот если к вопросу о том, что придает силы, да, когда ты видишь то, чем ты очень много времени там, занимался, да, пытался лоббировать, в итоге получилось это реализовать. Ну и еще хотелось бы отметить то, что и перед открытием наших психологических служб все психологи в течение 3 месяцев проходили курсы у международных экспертов, и они там получили знания дополнительные в области работы с детьми. И вот сейчас, когда мы открыли центр кризисный, наши специалисты также продолжают проходить обучение. Да? Например, подобный центр, который функционирует в Ереване, директор этого центра консультирует нас и вот как бы заранее нам говорит о тех сложностях, с которыми мы можем столкнуться. Я думаю, в этом плане нам опять же повезло, потому что если получается там кризисные центры и вообще вот те механизмы, которые мы сейчас создаем, в других странах они уже созданы. И мы можем использовать их опыт, да, и избегать тех ошибок, с которыми они сталкивались. Но вот работа этого кризисного центра, о котором я говорила, она невозможна без сотрудничества со всеми структурами, государственными, негосударственными, которые работают в области защиты прав детей. И как бы у нас такое устойчивое взаимодействие с органами опеки, социальной службой, с аппаратом уполномоченного по правам ребенка, с аппаратом уполномоченного по правам человека. Важно отметить то, что это тоже достижение, я считаю, нашей организации, то, что у нас работает 22 человека, да, то есть это 22 человека, которых удалось трудоустроить и у которых есть возможность повышать уровень своей квалификации. Как бы человеку будет комфортно, если он занимается тем делом, которое он любит. Я думаю, что мотивация денежная или какая-то, она невозможна, не даст человеку реализоваться, если он будет заниматься тем, не то, что он любит, да, не то, чем он горит. Вообще, если честно, вот планы на будущее, я бы, например, хотела бы им получить больше знаний в той области, в которой я работаю, да, и, может быть, выехать куда-то и получить дополнительное образование. В той сфере, в которой я работаю, мне бы хотелось, чтобы у нас были созданы механизмы защиты детей, то есть чтобы не было вот, жизнь ребенка, чтобы она не зависела от той семьи, в которой он родился. И если там, к сожалению, там ребенку не повезло родиться в семье, где его нам нужды удовлетворяют, все равно наше государство его защищало. И вот создать эти механизмы, то есть там, государство ему предоставит возможности для развития, получения образования, да, то можно сказать, что мы не напрасно работаем в этой сфере. Но как бы к этому надо всем стремиться.